Сегодня Всемирный день донора крови. По оценкам Министерства здравоохранения Кыргызстана, число желающих безвозмездно сдать кровь увеличивается с каждым годом. Сегодняшний день не стал исключением. О том, как сдавали кровь жители столицы, вы узнаете из следующего сюжета. Утро только началось, а в одном из столичных торговых центров уже выстроилась очередь из желающих сдать кровь. Именно здесь выездная бригада организовала пункт по приему донорской крови. На одном из этажей легко расположилась регистратура, приемная и небольшая лаборатория, где в считанные секунды медсестры проводили анализ для определения группы и резус-фактора крови. Главное требование для потенциальных доноров, отмечают специалисты – крепкое здоровье и отсутствие ранее приобретенных заболеваний. Это главное, чтобы не болели где-то, гепатитом Б не болели, хорошее настроение. За процессом следил и сам директор Национального центра крови Бакыт Карабаев. По его словам, несмотря на то, что регулярно сдают кровь всего 25% кыргызстанцев, число желающих стать донором растет из года в год. Глава центра также отметил, что сдавая кровь, можно помочь не только нуждающимся в этом людям, но и себе. Кровь имеет свои определенные сроки жизни, то есть 35 дней. После 35 дней мы вынуждены их выкидывать. Поэтому, чтобы обновить базу, каждый раз надо, чтобы доноры приходили и сдавали. Наша выездная бригада была создана в 2004 году. С 2004 года выездная бригада вот так выезжает в большие организации, в учебные заведения. И вот это еще одна дорога на пропаганду безвозмездного донорства крови. На мероприятии присутствовали и так называемые почетные доноры. Свою кровь они отдают уже не один и даже не 2 десятка лет, тем самым оказывая помощь большому количеству людей. Я сдаю кровь на протяжении 40 лет, 1975 года. Я уже как донор с 40-летним стажем говорю, что именно от его сдачи крови и замену крови, омолаживание крови все-таки помогает здоровью. Поэтому я призываю всех граждан все-таки присоединиться к этой акции милосердия и благотворительности по сдаче крови тем, кто нуждается в нашей помощи. На прошлой неделе в результате взрыва газовоза на улице Фучика были госпитализированы 10 человек. Несмотря на нынешнюю донорскую активность граждан, тогда крови пострадавшим катастрофически не хватало. Трагедия наглядно показала, что в стране требуется еще больше доноров крови. Для этого необходима организация мощной информационной кампании, которая бы побудила население оказывать помощь нуждающимся. Ведь неизвестно, что может случиться завтра, и эта история верное тому подтверждение. Александр Ногов, канал ОНБИР.